Весной этого года в аэропорту Якутска стартует очередной этап реконструкции взлетно-посадочной полосы, в рамках которой введут ограничения по длине полотна, а также по приему выпуску отдельных типов воздушных судов. А это значит, что пассажиры вполне вероятно столкнутся с рядом ограничений. О том, как будем летать этим летом, мы поговорили с министром транспорта региона Владимиром Сивцевым. С 10 мая у нас начнется в аэропорту Якутска ремонт взлетно-посадочной полосы, еще один этап. Что это будет в первую очередь и для самого аэропорта, и для пассажиров в первую очередь? Значит, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Якутска реализуется уже не первый год. В текущем году планируется третий завершающий этап. В рамках этого этапа будет реконструирована оставшаяся часть. Но сегодня говорить 10 мая это наши, так скажем, предварительные сроки. Сегодня идет подготовка. Значит, здесь с учетом специфики меняется глиссада посадки самолетов. Идет подготовительные работы, то есть строительные материалы завозятся, техника. И, соответственно, подрядная организация готовится, и мы видим примерно вот такие сроки, так, чтобы максимально к августу месяцу завершить весь необходимый комплекс работ. Понимая возможные ограничения, мы и изменение типа воздушных судов, возможное изменение маршрутизацию, то есть технической посадкой на дозаправку, соответственно. Готовим план полетов к весенне-летнему расписанию авиакомпаний. Соответственно, мы эту работу должны завершить. Это будет ориентировочно конец марта. До конца марта мы сегодня прорабатываем план полетов для того, чтобы максимально обеспечить тот пассажиропоток, который имеется. Ждать ли в целом ограничения по продаже билетов? Безусловно, там другая загрузка самолета, да, или другой тип самолета, но частотой рейсов и, соответственно, возможными другими техническими решениями мы постараемся его закрыть, поэтому как такового дефицита мы не ожидаем. Вместе с тем, действительно, какие-то неудобства в виде технической посадки, это действительно будет. Авиакомпании, безусловно, будут нести определенные дополнительные нагрузки, это другая экономика, когда нас на воздушном судне малого класса или с неполной загрузкой. Но благо работают сегодня и дальневосточные субсидии, вообще программы субсидирования. Там четко фиксированный тариф, значит, будет продаваться по тем субсидированным тарифам, которые имеются. Сегодня для дальневосточников программа по всем, так скажем, направлениям практически имеется. А с авиакомпаниями еще не обсуждали грядущую, так скажем, реконструкцию и рост цен на билетов? Потому что, допустим, в том же 2021 году, когда у нас был ремонт, у нас были заоблачные абсолютно цены на стандартный маршрут, Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург. Во все авиакомпании запрос направлен, как раз-таки мы эту работу сейчас непосредственно осуществляем, завершим ее где-то ближе к марту месяцу. Все дешевые билеты, вы знаете, они разного ценового класса. Дешевые билеты были, конечно, все раскуплены своевременно, оставались только последние дорогие билеты. Поэтому есть, наверное, рекомендация, значит, жителей республики, которые планируют свои отпуска на летний период, заранее побеспокоиться о приобретении авиабилетов. У нас же аэропорт Якутск принимает не только пассажирские, грузовые суда, но еще же туда прилетает специализированная техника, допустим, борты МЧС. Как это в 2021 у нас году было, ряд бортов просто у нас не мог сесть из-за, опять же, ремонта полосы. Я понимаю, что там друг на друга наложилось. В этом направлении какая-то работа? Ограничений по авиаперевозкам внутри республики мы не видим. Все те типы самолетов, такие как «Бомбардье», Ку-300, Ан-24, другие малые самолеты, они, безусловно, смогут осуществлять вылет и посадку на этой полосе. И разбивка по месяцам на 1600 в начале и на 1800 вторым этапом исходила из того, что у нас в пожароопасный период обеспечить, например, посадку того же Б-200, который применяется на пожарах. В июне месяце
этот этап нужно будет завершить. Безусловно, здесь очень большая ответственность на подрядчики, на заказчики в лице Федерального казенного учреждения Ространсмодернизации, ну и, безусловно, ответственность и на Росавиации. Тут нужно, как говорится, подойти максимально, так скажем, подготовлен.